Я продолжаю писать карту дня на 28 декабря. Это у нас вторник. И здесь я смотрю следующие 6 знаков зодиака. От Весов до Рыбок. И если вам нужны первые 6 знаков от Овна до Девы, вам нужна первая часть этого видео. Первая часть, ссылочка на нее есть под этим видео в описании. Либо вы можете зайти на моем канале в плейлисте «Карта дня». Также вы можете там найти эту первую часть. Удобнее, наверное, по ссылочке. Так будет быстрее. Хорошо. Все вам рассказала. Смотрю события для Весов. Весы. 28 декабря. Вторник. События дня. Покажите мне, пожалуйста. Весы. Сразу глубокая печаль. Что это такое, Первое событие, сразу переживание во вторник. Причем по колодцу обычно это очень сильные переживания. Какие-то прям волнения такие, знаете. Деловые отношения, деловое общение. Может быть, вы переживаете, как пройдет вот это общение, может, вам предстоит какой-то разговор серьезный. Верность. Это событие для тех, у кого есть пара, показывает, что в паре будет все прекрасно в этот день. То есть переживания точно не за отношения будут. Свидание. Видите, со второй половинкой, скорее всего, любовь, свидание, понимание, все хорошо. Друг, общение с другом, с подружкой, с другом, общение, разговор, переписка, то есть, любой контакт показывает это событие. Смотрите, еще рядышком выпадает колокольчик. Очень долго будете, звенеть как колокольчик с другом, разговаривать. С другом, подружкой. Успех. Сейчас я зафиксирую, чтобы потом не потерять. И колебания, сомнения еще могут быть в этот день, когда вы долго принимаете решения. Так, проверяем периметр. Нет. Нет совпадений. По горизонтали проверяем. Нет и нет. По вертикали теперь. Нет. 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 И обман нельзя, потому что у нас, видите, тут держит у меня карточку, я не могу ее переложить. Значит, что получается? У вас идет сильные переживания, очень сильные. Общение. Я думаю, что все-таки эти переживания будут связаны, с каким-то разговором важным. И, скорее всего, это будет касаться работы, дел, бизнеса, то есть, не личной жизни. Вы очень сильно переживаете. Тут дальше, видите, тут хорошее событие. Успех, то есть, должно пройти все хорошо, так что не переживайте. Потом идет все хорошо в паре, общение с другом, подружкой, причем общение очень долгое, приятное, свидание, успех и какие-то колебания, сомнения еще могут быть небольшие, это уже, скорее всего, скажем так, ближе к вечеру у вас будет. Так что вот такой у вас день интересный предстоит. Все начинается с переживаний, зато потом все заканчивается свиданием. Благодарю за внимание. Весы. Перехожу к Скорпионам. Так, Скорпионы. Ваш значок и смотрим. 28 декабря. Вторник. События для Скорпионов. Покажите мне. События для Скорпионов.
Ух ты, как улетели. Ага, скорпионы. Так, смотрим. Ну что, скорпиончики, я не знаю, что тут выпадет, но то, что день будет хаотичный, это точно. Да? Карты летят, переворачиваются, выкручиваются. Да? То есть очень часто это показывает большую активность, да, такой хаос небольшой. Успех. Первое событие. Хорошо. Смотрим дальше. Друг. Общение. Общение, переписка с другом, с подружкой. Так, больше что-то событие. Ага, хотят выпадать. Вот, ссора. Напросилась называется. Ссора. Приглашение. Вас могут куда-то позвать, пригласить. Угу. Смотрим периметр. Нет. Нет. Есть цыпленок. Это событие, связанное с детьми. Да, то есть будете проводить время с детьми. Могут быть не обязательно ваши дети. Так, здесь нет карточки. Нет. 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 Нет совпадений. Ну, я больше не вижу. Получается, успех, событие, связанное с детьми, с детками, да, что-то будете вместе делать, общение с другом, подругой, может быть, дети, подруги друга, да, вы встречаетесь, соответственно, подруга друг будет с детками, и они тоже будут в вашем окружении, так сказать. Приглашение и ссора. Вот может еще быть ссора. Единственный минус этого дня, да, это ссора. Так что, если кто-то будет пытаться вас, да, вывести на ссору, лучше, мне кажется, не ругаться, не портить себе настроение. Так что вот такие события. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Стрельцы, смотрим для вас, что вам этот день приготовил. 28 декабря. 28 вторник. События дня для стрельцов. Смотрите, у вас первое гости, да, первое событие. Гости. Свидание. Может быть, свидание будет в гостях, как вариант. Ключик. Все в ваших руках. Может быть, получите ключик от сердца, дачи кого-то.
периметр. Нет. Нет. Нет совпадений. Здесь смотрим. Нет. Нет. Периметр не вижу совпадений. Получается, у вас всего 3 события. Да? Это гости, это свидание, и все в ваших руках в этот день. Да? То есть у вас есть ключ. Все двери перед вами открыты. Вот что хотите, то и делайте. Да? Все у вас будет получаться. Вот 3 таких классных события у вас выпало. Благодарю за внимание. Переходим к близнецам. Козерогам. К близнецам. Что-то близнецов вспомнила. Может, для вас будут важны близнецы. Обратите внимание в этот день. Чего-то они мне в голову, если пришли, значит, может быть, свидание будет с близнецами у вас. Так, стрельцы, хорошо. Переходим к козерогам. Козерожки. 28 декабря. 28 декабря. Вторник. События для козерогов. Покажите мне. События дня для козерогов 28 декабря. Так, 2 сердца, козероги. Любовь. Любовь, морковь в этот день. Вы любите, вы любимы. Может быть, встретите вторую половинку. Вот обратите в этот день, да, внимание на знакомство. Если кто-то проявляет симпатию, да, какой-то интерес к вам, как-то заигрывает, возможно, стоит присмотреться, да, и ответить. Тайна. Открывается какой-то секрет. Может быть, вы узнаете о том, что кто-то, да, в вас влюблен. Или же замок иногда показывает, что что-то закрыто. Да, то есть перед тем, как куда-то ехать, обязательно уточните, ждут ли вас в этом месте, да, не закрыто ли там. Замок это, проигрывается по-разному, поэтому я всегда говорю разные варианты. Ссора. Да, вот видите, вы приезжаете, закрыто. Вы начинаете звонить и ругаться. Что такое, да, я приехал, да, или приехала, почему закрыто. Понимаете, вот поэтому лучше заранее все уточнить, чтобы зря не ездить и не ругаться потом, не тратить себе нервы. Так, получение письма, получение документа, какой-то информации, справки, бумаги, может быть, да, по конверту часто идет. Шарики нельзя. Встреча с важным человеком в этот день. Да, корона всегда показывает, человек находится при власти, то есть имеет какую-то высокую должность, авторитет. Возможно, у него нужно взять какой-то документ, справку, бумагу. Так, смотрим. Здесь нет совпадений. Нет, нет, нет. Есть череп. Череп показывает либо проблемы с самочувствием, да, болезнь, вы себя не очень хорошо чувствуете, или еще может показывать медучреждение. Вам нужно попасть, да, например, в больницу, в поликлинику, в стоматологию, в лабораторию, то есть любое медучреждение. Например, власть это может быть корона врач, да, вот врач. Вам нужно к врачу в больницу, да, получить какую-то справку, документ. Вы приезжаете, да, говорят, что он либо не работает, либо работает там в другую смену, либо еще что-то. Поэтому вот смотрите, в вашем случае, да, лучше заранее, если действительно вам надо, позвоните, все уточните, чтобы потом там не ругаться. Прям тут вот, да, четко видно эту историю. Может быть, конечно, у вас она и по-другому проиграется, но вот, да, вдруг кому-то, если надо, лучше перепроверьте. Так, нет, больше не вижу. Значит, получается,
Все отлично в личной жизни, тут прям все прекрасно. Что-то закрыто или какая-то информация открывается для вас, какая-то тайна открывается. Ну, чаще всего замок проигрывается как что-то закрыто. Ссора, получение документа, справки, встреча с важным человеком и самочувствие или медучреждение. Здесь у каждого по-своему проиграется. Ну, тема медицины, да, медицины и здоровья будет в этот день актуальна для вас. Еще иногда бывает проигрывается, как, допустим, мы общаемся о здоровье, да, о болезнях, допустим, с кем-то говорим, и тоже вот выпадает болезнь, да, потом, когда проверяешь, сверяешь и вспоминаешь, так это мы там, да, на тему разговаривали, поэтому выпадало. Потом, может быть, и так, разговоры, да, о медицине, может быть, для кого-то и так проиграется. Благодарю за внимание и перехожу к водолеям. Водолейчики, смотрим, что у вас 28 декабря, вторник, события для водолеев. Покажите мне. Так, сразу вижу у вас солнышко, да, хорошее настроение, вы счастливы, довольны, радостны. Вот такое у вас первое событие. Слезы, но здесь скорее, наверное, слезы радости, да, то есть так весело бывает до слез. Вот это может быть ваш случай. Семейная жизнь, может быть, да, всей семьей. Очень часто показывает детей это событие, цыпленок. С детьми что-то делаете вместе, где-то принимаете участие. Может быть, у ребенка, да, в этот день там утренник, либо какое-то выступление, да, может быть, вот вы будете смеяться до слез. Так что так может проиграться. Смотрю периметр. Здесь нет. Сначала смотрим строго по горизонтали. Нет. Верность нельзя. Здесь нет совпадений. Теперь по вертикали есть новость. Получаете какую-то информацию, да, весть, новость какую-то. Информацию чаще всего приходит, да, либо какое-то сообщение на телефон, либо письмо на электронную почту. Так что здесь может так проиграться. Еще вижу письмо, документ, получение документа, справки, бумаги, письма, может быть, в этот день. Так, дальше проверяем. Здесь нет, здесь нет, нет, нет. И неприятность еще. Угу. И может быть неприятность в этот день. Так, получается, смотрите, хорошее настроение, счастливы, довольны, очень весело, прям до слез, да, дети. Затем идет какой-то, получаете на руки бумагу, справку, документ, посылку, ну, в общем, все что угодно на руки получаете, что-то бумажное, скорее всего. Также приходит новость,
Ага, еще увидела мечи. Новость. Может быть конфликт с кем-то. Мечи часто показывают конфликт. Или если конфликт уже был до этого, то это подворачивается возможность как-то человеку отомстить, да, сделать неприятно. Ну, как бы, я считаю, что это неправильно, да, так делать. Потому что мы не вправе, да, там, мстить, да, ну, это у нас нет на это прав, скажем так, поэтому вот лучше этим не заниматься. Если это только будет конфликт, да, возможно, неприятность показывает, что неприятность это просто выяснение отношений с кем-то, может даже и так проиграться. Либо будет конфликт, да, и за ним последует какая-то неприятность, потому что они идут друг за другом, они могут быть взаимосвязаны. В общем, вот такая история. Но однозначно, чтобы избежать неприятности, нужно быть очень внимательными в этот день. Да? То есть неприятность это обычно, когда мы что-то сказали, да, неудачно, что-то где-то забыли, потеряли, не обратили внимания, там, не закрыли. Да? То есть ну, такие вот какие-то моменты наши, оплошности, да, и потом вот они приводят к неприятностям, которые приходится решать. Поэтому, если вы будете осторожны и внимательны, да, все за собой будете перепроверять по 10 раз, может быть, удастся и избежать этой неприятности. Причем это будет, скорее всего, да, уже конец, то есть ближе к вечеру. События часто так и выпадают, да, друг за другом. И вот это уже вечер. Да, вечером как раз уже есть такая усталость, да, когда у нас притупляется эта внимательность. Так что вот, смотрите. Чтобы не пришлось еще вечером вот потом разбираться с какой-то ситуацией вам. Благодарю за внимание, водолейчики. Перехожу к рыбкам. 28 декабря будем смотреть для рыбок, как пройдет. Так, рыбки. 28 декабря. События дня для рыбок. Вторник. 28 декабря. Два сердца. Ну, это вы любите, вы любимы. Да, у вас такая вот прям горячая любовь в этот день. Если у вас нет любимого человека, это может быть знакомство. Траты. Исполнение желания. Может быть, придется потратиться, да, на какое-то свое желание. Чего-то хотели, о чем-то мечтали, да, вот себе приобретете. Гости, либо траты на гостей. Колебания, сомнения. Может, смотрите, как позвали в гости, да, а вы думаете, идти, не идти, потому что надо же деньги потратить, да, что-то купить с собой. Поэтому есть колебания, сомнения. Ну, конечно, надо пойти, да, чё ж не пойти. В гости хорошо ходить. Хорошо проведете время. Скользкое дело, нерешенное дело. Вот, может быть, не зря колебания, сомнения выпадают, да, то есть выпадает рыба, говорит, будет какое-то предложение, знаете, очень заманчивое. И вы, видно, чувствуете, потому что интуиция сильная, да, чувствуете, что есть какой-то подвох. Поэтому идут колебания. Думаете, ну что, соглашаться, не соглашаться, да, покупать, не покупать. Может быть, давно тянется, давно хотели, да, вот еще может так проигрываться нерешенное дело. Давно хотели, да, есть прям такой соблазн. А интуиция подсказывает, говорит, нет, 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 да, не делай этого. Это, да, вот потом ни к чему хорошему не приведет. Солнышко, хорошее настроение, счастливы, довольны. Но я думаю, вы не все-таки, да, вот не согласитесь на этот соблазн, да, на эти заманчивые предложения, а потом будете очень довольны.
что вы не попались на чью-то удочку. Подарок. Подарок. Сейчас я посмотрю еще периметр для вас. Приглашение, да, вас вот прям, видите, зовут в гости, зовут вас в гости, вы покупаете подарок, может быть, когда подарок будете покупать, да, вот будет какое-то интересное такое предложение, но я так понимаю, что лучше на это предложение не соглашаться. События в доме, может быть, даже у кого-то из родственников события, да, у кого-то из родни, скажем так. У вас столько событий, что у меня уже даже камешки закончились. Смотрим, здесь нет, 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 нет и нет совпадений больше. Ну, тут как бы и так предостаточно. Смотрите, однозначно в личной жизни все прекрасно, да, либо происходит знакомство, гости, приглашения, траты, исполнение желания, колебания, сомнения, скользкое дело, да, предложение не очень хорошее, нерешенное дело, подарок, радость, да, радость, хорошее настроение и события в доме. Ну, здесь, видите, тут, получается, некоторые события, они связаны, да, то есть это одно событие, грубо говоря, вот событие, приглашение, гости, да, подарок. Скорее всего, это 4, это будет одним событием, поэтому тут так, видите, может еще проигрываться. Ну, тем не менее, гости, радость, исполнение желания, все хорошо в личной жизни, все просто прекрасно, кроме вот этого скользкого дела. Так что я, рыбки, вам желаю, да, не попасться вот на чей-то крючок. Кто-то вам, если будет делать заманчивые предложения, вот вы, да, лучше 2 раза подумайте, 3 раза проверьте, переспросите, уточните, посмотрите, допустим, если вы что-то покупаете, может быть, где-то есть цена выгоднее, да, там, скажем так, вам пытаются в 2 раза дороже продать. В общем, ну, вот такие всякие нюансы. Обращайте на это внимание. Благодарю вас, да, за ваше внимание и, конечно же, жду вас на своих новых видео.